На таможенной границе Евразийского экономического союза введен запрет на проведение ветеринарного и фитосанитарного контроля, сообщили в правительстве. Ранее в список товаропроизводительных документов входило и наличие справки о прохождении ветеринарного и фитосанитарного контроля. Прохождение контроля носило дублирующий характер, требовало большого количества времени. А более подробно о принятом решении расскажет Дастан Касканов. Баяман Джунусов уже 3 года занимается экспортом разных сухофруктов в страны ЕАЭС. Для сбыта своего товара он подписал соглашение с гипермаркетами России и Казахстана. С недавних пор он начал экспортировать товар и в Китай. Товар должен быть качественный и отвечать всем стандартам, из-за чего справки из фитосанитарной лаборатории обязательны. Раньше именно эти документы тщательно проверялись перед пересечением границы, однако сейчас эту процедуру упразднили. Мы привозим сухофрукты из Баткенской области. Работа не прекращается ни на минуту. Каждый день мы так или иначе отправляем груз в страны ЕАЭС или третьи страны. Для нас, как предпринимателей, станет гораздо легче, если дублирующую проверку упразднят. Плюс это экономит время. При экспорте того или иного продукта справки из фитосанитарной или ветеринарной лаборатории обязательны. Это международная практика. Предприниматели, как и раньше, обязаны проходить контроль вывозимого товара. Однако лишних проверок на таможенной границе теперь не будет. После получения фитосанитарного сертификата предприниматель приходит к таможенникам, проходит там таможенную процедуру, и после этого на границе уже продукция, направляющая на экспорт, не должна останавливаться. И за считанные минуты груз должен пройти нашу государственную границу. Смысл постановления правительства заключается в этом. Отметим, лишние проверки упразднены только при въезде в Китай, Таджикистан и Узбекистан. Отмечается, что это позволит оптимизировать процедуры, производимые государственными контролирующими органами в автомобильных пунктах пропуска при ввозе товаров и животных, разрешенных к таможенной процедуре экспорта товаров из Кыргызстана по принципу «одна остановка». Взаимодействие государственных контролирующих органов, которые осуществляют свою деятельность непосредственно на государственной границе. Нынешним своим решением правительство внесло изменения, в котором исключаются 2 вида государственного контроля. Это санитарно-карантинный и фитосанитарно-ветеринарный контроль, который осуществляется непосредственно на границе, на таможенной границе Евразийского экономического союза, расположенных в Кыргызской республике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улугбек Марипов. Решение вступит в силу по истечению 10 дней со дня официального опубликования.